Друзья, мы с вами находимся сейчас на CG Expo от компании Майтона. Здесь очень много интерактивных зон. Там есть какая-то зона, тут какая-то зона. Здесь вот у него скоро интервью, вы увидите там через буквально пару минут. Пообщаемся с ребятами, с организаторами, узнаем, что такое вообще CG Expo, чем живут CG-художники. Я так понимаю, что здесь у нас просто игровая зона. Просто если человек устал сидеть на лекции, может спокойно прийти и поиграть. Это творческая зона. В любом случае, как я понял, то, что все эти работы, которые здесь представлены, они в определенной тематике, была задана тематика нарисовать Якутск в каком-то году, типа через сколько-то лет. Единственное, что меня радует, что в будущем у нас есть лес. Это вообще, в принципе, в прошлом году было. Вот это уже ближе к реальности. Вот беги. А, да, это Антон Васильев. Кибермусор собирает. В Якутске и в Якутии вообще очень много талантливых художников. Рисуют традиционными материалами, карандашами, акварелью и прочее. Они могли бы перейти на цифровое искусство и могли бы больше зарабатывать или найти место работы. Да? У цифрового искусства очень много плюсов. Я это говорю сама как художник. Не надо покупать холсты, какие-то дорогие краски. Можно взять один планшет и рисовать как в стиле масляной живописи. Это очень перспективно. Вот, например, сегодня выступал лектор Николай Тудиман, который прям пригласили из Москвы. Выкроил время из своего графика, приехал и рассказал очень много интересного. И он, вот, например, рассказывал, что когда был студентом, рисовал на площади Ленина всякие вот карикатуры, всякие портреты, шаржи, да, за 150 рублей, и никто не хотел, чтобы его, особо там не зарабатывал. Потом он, получается, начал рисовать в цифровом искусстве и сейчас зарабатывает на своих шаржах по 60 тысяч рублей, да? Да, вроде да. Это круто. Уруй Айхал, это земля Онхо, и нефтем хлопнет, леща дал. А это точно интервью? Нет? Очень важно рассказать, точнее дать понять, что вообще из себя представляет CG-художник. CG-художник – это человек, который занимается компьютерной графикой. И в общем понимании компьютерная графика – это просто Photoshop, или компьютерная графика – это 3D Max. Все шаблонное понимание CG-художника это и есть. Но сегодня это гораздо скомбинированная личность, которая занимается и тем по чуть-чуть. Допустим, CG-художник может быть тот чувак, который делает просто иконки в фотошопе для какой-то неизвестной малобюджетной игры. Он вправе себя называть CG-художник. CG — это просто пару кликов, открыл Photoshop и начал делать что-то, и этим уже зарабатывать на жизнь. Есть очень крутые CG-художники именно из Якутска. Я прям очень сильно горд, что мы есть. И еще есть куча крутых, которые неизвестные. Вот мне как-то подфартило, может быть, из-за совы. Я стал известным, а есть неизвестные, и они очень крутые. Вот я рад этому. Назови 3 имени. Алексей Егоров, известный под псевдонимом Алекс Ие, очень банально. Он очень крутой чувак. Степан Алексеев, он, кстати, будет выступать еще. Джедай, вот компьютерной графики тоже есть, это Арсен Васильев. Он круто рисует, прям я очень кайфую от его рисунков, но его работу мало кто знает. Сегодня интернет все позволяет. Вот я сам был удивлен, что обычная Инстаграм-площадка может очень многое дать. Раньше вот мы такие рисуем что-то там, и это никто не видит. Сегодня это можно легко реализовываться благодаря одному Инстаграму, а есть куча зарубежных сайтов, посвященных компьютерной графике. Туда отправляешь, если ты действительно что-то можешь, то ты там непременно они тебя отмечают. Куча просмотров, куча комментариев, лайков, это все происходит наяву. Ты не думаешь, что это только не со мной, это случается только с каким-нибудь избранным Леонардо да Винчи. Это возможно. Уникальность компьютерной графики заключается в том, что это слишком много маневров, которые можно сделать, чтобы до чего-то достичь. И слишком много ответвлений, путей, куда ты можешь потратить кучу времени.
Допустим, вот эти фигурки известных бойцов UFC. Просто за сутки набралось 1000 человек. И там спрос, то, что они начинают сразу говорить, давай ты мне продай эту фигурку. А я думаю, блин, ну продавать-то нечего, это компьютерная графика, Карл. Туда можно тоже упороться и тоже там зарабатывать, и быть уже шаристым только в этом направлении. А можно и в компьютерных играх пойти и упасть, и вот на мобильных каких-то там Android-площадках зарабатывать там на продажах. Смотри, сколько лет прошло с твоей совы? 9 лет. 9 лет. Смотри, за эти 9 лет, типа, насколько сильно твой скилл вырос? Мой скилл стал резко на паузу на 6 лет, мне кажется. Второе дыхание открылось у меня недавно. Вот тогда и началась у меня конкретная эволюция моего развития в компьютерной графике. А до этого, получается, я развивался как администратор, как человек типа как пробивной, как генератор идей, как в плане реализации идей. А в компьютерном направлении мне казалось, что я занимался стагнацией. На одном месте был ровным и нервничал из-за этого, что я не мог как-то эволюционировать. Но сейчас я упорядочился и чувствую себя намного комфортнее. Люди, которые смотрят, допустим, начинающие в школе, кто-то, возможно, просто начинает рисовать. Буквально три коротких совета, чтобы он добился чего-то в CGI. Первый совет – это делать то, что ему по-настоящему интересно. Второе – не бояться ошибаться. А третье – здоровье. Как бы не посадить глаза, как бы у тебя не хрустела шея, надо заниматься здоровьем. Тогда все будет четко. Очень неожиданный третий совет, но все, спасибо. Конкурс у нас получился очень резонансным, очень много участников, мы сами того не ожидали. Было очень много ярких рисунков, но и главный приз очень крутой. Это iPad с ручкой, и они могут там рисовать, он очень дорогостоящий. Победителем стал Айсен Романов. Он отправил 3 работы, и они все очень классные. Мы хотели, чтобы люди посмотрели вокруг себя на Якутск, на Якутию, и, возможно, как-то фантазировали, и чтобы находили какие-то плюсы. Это очень важно для художника, чтобы вдохновлялся просторами. Спасибо участникам, что подошли. Надеюсь, все вам понравилось. Надеюсь, вы что-то для себя новое узнали. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.